Сегодня мы все с вами чествуем День памяти благовестителя на земле Абхазской, святого апостола Симона Канонита. Сейчас в честь него будет совершаться божественная литургия святого Иоанна Златоуста. Самая главная часть всего цикла богослужений, который мы совершали со вчерашнего дня в честь названного апостола. Братья и сестры, я вас очень прошу, особенно я очень прошу туристов и паломников, которые впервые посещают нашу обитель, пожалуйста, в течение всего богослужения не ходите по храму, пожалуйста. Когда идет служба, чтобы вы никому не мешали и нам всем вместе не мешали совершать это богослужение. Если вы на какое-то небольшое время зашли, поставили свечку, аккуратненько вышли, ушли, но не ходите по всему храму, я вас еще раз очень прошу. Adbanam shunam na havakna, zwal muzak zar warzo,
Хахдонша, Хаеха. Ария Калакинский монах Чернохарты, Галакси Толоси Хузыгерзы, Андрей Хацарам Сманутржин Хорзы, Хахдонша, Хаеха. Господи, помилуй. Амшина бихуаби вичмазюй бабой, Итхонер газарей курхаразгё, Хахдонша, Хаеха. Господи, помилуй. Вервик сахай вагришар карерц хаяхуй градо, Хахдонша, Хаеха. Господи, помилуй. Ицкязов хас мацамин хазух зубшазму, Хахужен шацепшаз, Иснани дамаяцкез хагера, Дахбалашана, Хатакой хашча хабстазезегё, Кирсан шайнако, Янахца. Ахер зубшазму зубшадратаму, Звойбзибрах хашизмаму хата, Вахал вахзал бабшара, Хазинагулар нахатацки, Егхаз сургеиц набазугимик зарамда, Урец хашири, Убутбари. Ехамузыги урукнумду ванша, Убрязуара бапапсацкя, Юкна гойт хзапшас ехузыги, Вахатара баравей хыркара, Важгё, искемгё, надзацегё. Аминь. Благословляй, душа моя, Господа, благословен Ты, Господи. Благословляй, душа моя, Господа, и вся внутренность имя святое Его. Благословляй, душа моя, Господа, и не забывай всех воздаяние Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои. Избавляет от погибели жизнь Твою, венчает Тебя милостью и широтами. Исполняет благами желание Твое, обновится, как урла юность Твоя. Аминь, милость Господь, Иисус, всем обиженным. Он открыл пути свои Моисею, сынам Израилевым желания свои. Премилостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Не до конца прогневается и не навек негодует. Беззаконием нашим Он соделал нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо по высоте неба от земли укрепил Господь милость своим боящимся Его. Насколько отстоит Восток от Запада, удалил Он от нас беззакония наши. Как милует Отец сынов, помиловал Господь боящихся Его. И Он знает состав наш, помнит, что греха. Человек, как трава небо, как свет полевой, так отцветет. Ибо дыхание прекратилось в нем, и не будет его, и не узнает он более места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся
παραθόμαθα. Ότι σον το κράτος και σου έστενε βασιλιακή δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Хвали душа моя Господа, хвалить буду Господа всю жизнь мою. Ведь Богу своему пока существую. Не надейтесь, как князей, на сынов человеческих, которых нет спасения. Выйдет дух его, и он возвратится в землю свою. Вот здесь погибнут все помышления его. Блажен тот, кому Бог Иаков, помощник его, надежда его на Господа Бога своего. Сотворившего небо и землю, море и все, что в них, хранящего истину вовек, совершающего суд обиженным, дающего пищу алчущим. Господь освобождает узников, Господь умудряет слепых, Господь поднимает поверженных, Господь любит праведных. Господь хранит пришельцев, сироту и вдову Он примет, а путь грешных обратит в ничто. Будет царствовать Господь вовек, Бог твой Сион, род и род. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Единородный Сын и Слово Божие бессмертный, и благоволивший спасение нашего ради воплотится от Святой Богородицы и Преснодевы Марии, неизменного человечившийся и распятый в Христе Боже смертью, смерть побравший, один и святой Троицы, прославляемый с Отцом и Святым Духом спаси
всячески неправедно злословит за меня. Симон чудный среди апостолов восхваляемых, как луч блестящий прошел концы земли, отгоняя мрак многобожия. Учением своим, излучающим свет спасительным и божественным, ты всех просвети
учения, премудрости твердых души благочестивых, блажившего. Хвалами все прославим, благословенного Симона, ибо он престолу славы ныне предстоит, и с бесплотными силами веселится. Ходатайствуя непрестанно об всех нас.
Прокименно посылал, во всю землю вышел голос их, и концы вселенной речи их, небеса проповедуют славу Божию, а творение же руки Бога возвещает Хавшие за что? от сердца життя ускажу, Дорогие братья и сестры, чтение апостола слушаем, сидя внимательно. Павел Авиаллах Даева Городок Нагана Абасишья Яхсейкаша Елоуту Азана Дыка Цукусья Уаллах Лунхама Уажимилу Атрахави Ублюдок Лейлах Яцка Улисмаду Яцка Афина Ялм Усажи Уета Сахада Шивасы Расселились Аграган Су агал чужие осветили. Алиава айротачо падин трюдо нихой. Афина явно ауаша. Сарей свой шаг агал швиху, а хазара возьму ваксара шоку. Сара агаса халас, и в сорока шишеты посыхошос. Апсаха дагатака, рука сапхи, яхсындова адшахусы. Аришара шумсинцахуко, хаты скушцо, арах севка шима, скырцуку сындо, аншвизку, шизнака аупустахуке. Атуи шасача, атуи яакусили, саза рыстыз, жяни твои руку, ала анала, тыркула сырыпатука, чон хата спина, ала амаз ахисус. Ахизрушали сшо, сарасу, и сидишь сазара витри, апсы кулятора куешу. Ажисачи ширмы ишта, адреечу ауюкся ничей, абьятка ахазыха, духа, аваша, мхаз, мхаз, досыранки апыпе зытрана, анша убас шопергу. Ажур бившаров пахна, веряха лера езгушо, бившары керушо, избанасы уй хара дахчихара. Хара стазар хамо, хахине таз айтазо, хахиво веричо, хара ярах иштво, шара шпаетша иреус ишурховоз айч. братья, ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человека. Мы безумные Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и светаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят
Скорпиантаза, Ясым Сангела Чудана, Рассинагога Парапнацар Дирзо, из Джащала Ницала, Ябам Тайгы, Абриавиза угорел шаре, Авостей паяв замещена, Мария Кайзефула Замиян, Яков и Ясей, Симони, Иуды Равземьяшта, Яшта Яхара Яхалапура Зами, Абак Позега, Дешпару Кахеера, Закуцказ Яхяшеван, Ясирейбой, Хатерско, Пайн Бардукам Евсад Гилы Аз Хацарахремам Зокна, Убрахараджа, Аджишет Пару Хацара, Ечерзимки. В те дни, придя Иисус в Отечество Свое, учил их в синагоге так, что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и сила, ни плотников ли он сын, ни его ли мать называется Мария, и братья его Яков и Иосиф, и Симон Иуда, и сестры его не все ли между нами, откуда уже его все это, и соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им, не бывает пророка без чести, разве только в Отечестве Своем и в доме Своем, не совершил там многих чудес по неверию их. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Садитесь, дорогие братья и сестры. Сегодня мы с вами чествуем день памяти святого апостола Симона Канонита, благовестителя на земле Абхазской, то есть проповедовавшего Евангелие, благое слово о спасении человечества через воплощение Сына Божьего. Вот эту самую главную весть на нашу землю принес этот апостол вместе с апостолом Андреем Первозванным. В Новом Завете, братья и сестры, апостол Симон упоминается у евангелистов Матфея и Марка как Симон Кананей, или по-гречески «О Симон о Кананеос». У евангелиста Луки и в Деяниях апостолов он именуется Симон Зелот, «О Симон о Зелотис». В отдельных текстах, списках Нового Завета мы еще встречаем Симон Канонит. Не Каноней, а Симон Канонит. Современные исследователи Нового Завета, или тех, кого мы именуем братья и сестры библистами, они отмечают, что эпитет «канонит» или «каноней» никоим образом не связан с местностью под названием Хана и не указывает на происхождение апостола Симона из города Каны. Кананеос – это греческая интерпретация арамейского «зелотис» или «зелот». Оно происходит от библейского слова «кана», что в переводе означает «рвение, ревность». Поэтому, когда мы говорим, братья и сестры, с вами «Симон
Канонит, или Симон Каноней, или Симон Зелот, то вот эти эпитеты, братья и сестры, означают не место его происхождения, то есть не из Каны Галилейской, а означают, характеризуют его самого как ревнителя, как ревностного человека. Относительно этого термина, братья и сестры, что значит ревность, ревнитель, что значит зелот? Здесь тоже у исследователей нет единого мнения. Одни полагают, что данный эпитет указывает на принадлежность апостола Симона к религиозно-политической партии зелотов. Эта партия существовала во времена жизни апостола Симона Канонита в Палестине и в Иудее, братья и сестры. Другие считают, что зелотом он был назван самим Христом или его соучениками, то есть апостолами, из-за его ревности к вере. Иногда в переводах Нового Завета, братья и сестры, на европейские языки, в частности на французский язык, мы слово «зелот» не встречаем «симон-националист», если переводить дословно. То есть они тоже полагали, что он относился к ревностной религиозной политической партии, которая не хотела перемешаться с традициями Римской империи в то время. И, наконец, третья группа исследователей полагает, что эпитет «зелот» показывает принадлежность апостола Симона к тем благочестивым иудеям, которые проявляли особую ревность о законе Божьем и точно в соблюдении всех предписаний этого закона. Мы не можем с вами, братья и сестры, точно сегодня знать, что конкретно из этих трех означает эпитет «зелот». Но мы знаем, что этот человек, то есть апостол Симон Канонит, проявлял ревность о Боге. Литургическое предание церкви, то есть тексты, богослужебные тексты, братья и сестры, которые были написаны разными отцами в разное время и посвященные апостолу Симону Канониту, включая его жизнеописание, которое сохранилось в греческом синоксаре, есть такой очень важный источник, братья и сестры, X века, где дается краткая биография всех тех святых и их праздников, которые мы отмечаем согласно церковному календарю. Так вот, в этом жизнеописании X века и литургических текстов, напротив, утверждается, что апостол Симон был из города Каны, и именно на его свадьбе был Господь Иисус Христос с Богородицей и учениками. Однако, братья и сестры, библисты говорят о том, что в этих текстах и в этой литургической традиции произошло смешание имен Симона Канонита и еще одного апостола Нафанаила, который был из Каны Галилейской. И эта точка зрения, братья и сестры, принадлежит не только современным ученым и библистам, о ней еще писал в середине VIII века известный отец церкви преподобный Петр Дамаскин. Что же касается проповеди апостола Симона Канонита, замечу еще, простите, что из евангельского сегодняшнего чтения вы слышали отрывок, в котором, когда Спаситель проповедовал, люди говорили: разве мы не знаем его братьев и сестер, или его отца, плотника, или его мать, Деву Марию? Почему же у него такая сила и премудрость? И вот среди перечисленных имен братьев упоминается Симон. И предание церкви нам говорит, что Симон Канонит или апостол Симон Зелот являлся братом Господу Иисусу Христу по Отцу, потому что Мать Дева Мария, кроме Спасителя, не имела никого. Она была преснодевой до Рождества Спасителя и после рождения Его. И вот апостол Симон Канонит, как и все остальные
12 апостолов Иисуса Христа, братья и сестры, проповедовал благую весть. И мы знаем, что он проповедовал в Персии, в Египте. Предание иногда говорит в Великобритании, но однако под этим подразумевается Мавритания, одна из областей Римской империи. Кроме этих стран апостол Симон Канонит, братья и сестры, проповедовал и на нашей Абхазской земле. Впервые ясное свидетельство об этом мы с вами читаем у монаха Епифания, его иногда еще называют Иерусалимским, жившего в конце VIII века и в первой половине IX века. Он оставил нам труд под названием «О жизни, деянии и кончине святого апостола Андрея Первозванного». Другими словами, монах Епифаний, как он пишет в своем сочинении, в предисловии, вначале изучил все исторические работы, жизнеописания апостольских деяний, их благовестия, и затем направился по маршруту святого апостола Симона Канонита. А мы знаем, что апостол Андрей Первозванный проповедовал на территории Абхазии, поэтому то, что монах Епифаний оказался у нас здесь, было не случайно. Но достоинство его сочинения, братья и сестры, помимо исторических сведений, о которых мы знали и до него, и до создания его сочинения, достоинство его сочинения заключается в том, что он собирал еще в IX веке народные предания, то есть все то, что сохранилось в народной памяти о проповеди апостолов, проходя все эти страны и народы и области Византийской империи. И вот он пишет: после Пятидесятницы, то есть снисхождения Духа Святаго, мы этот праздник будем с вами чествовать через 10 дней, Андрей, то есть апостол Андрей, Симон Канонит, Матфей и Фадий остались в Эдессе у царя Авгая, а прочие ходили по городам, предлагая учения и совершая чудеса, и пришли в Иверию и в Фазис, а потом в Сусане. Матфей с учениками остался в этих местах, уча и говоря многие чудеса, а Симон и Андрей пошли в Саланию, или, если говорить современным языком, Аланию, и в город Фус. Город этот, братья и сестры, находился в районе долины Дала и Цабала. И, сотворив много чудес и научив многих, отправились в Абазгию, или Абазию, то есть современную Абхазию. И вошедший в Великий Севастополь, то есть современная столица Абхазии Сухум, учили Слову Божьему. Андрей, оставив там, то есть в Сухуме, в Севастополе, Симона, сам пошел с учениками в Зигхию или Зигхию, то есть Адыгею или побережье современного Краснодарского края, где жили адыги. Зихи, и проповедовал он им зихам там. Эти люди, удобонадежные и кроткие, они с радостью приняли слово. Затем пришел апостол Андрей в Босфор, то есть в Крым, город Приморский, куда и мы пришли, пишет Епифаний. Видя чудеса, сделанные апостолами, слыша богодухновенное слово, воспаряне скоро уверовали, как сами рассказывали нам. Они показали нам ковчег, то есть гробницу, с надписью имени апостола Симона, вкопанное в основание весьма большого храма святых апостолов, содержащий в себе мощи, и дали нам часть их. И вот самые главные его слова, братья и сестры. Есть и другой гроб в Никопсии Зихской с надписью «Симон Канонит, и он с мощами». Другими словами, братья и сестры,
В городе Никоксия, правда, есть спор среди исследователей, где именно локализовался этот город, но в городе Никоксия так именовался в том числе и Анакопия, и Новый Афон, монах Епифаний видел гробницу в IX веке с надписью «Святой апостол Симон Канонит». Если первая гробница в Босфоре была только с надписью «Апостол Симон», не указывался вот этот эпитет, то во втором случае мы имеем эпитет «Икононит». В предании церкви, братья и сестры, очень много описаний свидетельствует о том, что там, где стоит храм у реки Псырцха, был погребен апостол Симон Канонит. Эти сведения мы находим впервые у архидиакона Павла Алепского, сопровождавшего патриарха Антиохийского в XVII веке. В начале XVIII у французского путешественника Фредерика Дюбуа де Монфоре, затем у российских путешественников Муравьева, Введенского и многих других. В частности, Дюбуа, посетивший Новый Афон в 1833 году, писал: «Анакопия, современный Новый Афон, теперь совершенно покинута. Среди руин только одна маленькая, очень древняя церковь напоминает нам о живых. Эта церковь очень знаменита по всей Абхазии и даже Грузии, так как предполагаю, что именно здесь было погребено тело святого апостола Симона Канонита». В начале XX века, братья и сестры, после революции, когда еще не наступила советская власть, многие общественные деятели, религиозные деятели Абхазии думали о возрождении христианства в Абхазии, думали о религиозно-просветительском делании среди нашего народа. И вот Дмитрий Иосифович Гуля, основоположник абхазской литературы, рассуждая об этом, в одной из своих статей, написанной на абхазском языке, и ставил вопрос о том, что должны праздновать абхазы его времени. Он говорил, что среди праздников, в частности, празднования Успения Божьей Матери 15 августа, Святого Георгия и других, он говорит, что нам нужно чтить особо память святого апостола Симона Канонита. Он это говорил в 1919 году. Однако последующие события не позволили, чтобы этот день, 10 мая по старому стилю или 23 мая по современному стилю, стал бы главным, одним из главных праздников в Абхазии. Но это воплотилось уже в наше время. Вы знаете, что уже третий год День апостола Симона Канонита является официальным государственным праздником для Республики Абхазия. И в этот день мы все должны с вами чествовать его память, потому что этот человек принес на нашу землю истинную благую весть о спасении человечества. У абхазов в народной памяти, братья и сестры, сохранило очень многих сказаний, связанных с апостолом Симоном Канонитом и с его проповедью на нашей земле. Но помимо истории, помимо того, кто он был, для нас с вами это большая честь, безусловно, что двое, по крайней мере, из 12 апостолов были на нашей земле и проповедовали здесь. И один был погребен на нашей земле. Об этом говорит рукопись и сочинение XI века «Житие святого Георгия Святогорца», когда он, защищая независимость, как мы сказали, в автокефалию тогдашней абхазской церкви в рамках абхазского государства или абхазского царства, как мы говорим, он говорил, что мы имеем право на это, потому что один из апостолов, Симон Канонит, погребен на нашей абхазской земле. Именно так он
и говорит в этом сочинении. Не только в этом смысле, что это для нас с вами большая честь, братья и сестры. Не только в том смысле, что он был братом Господним во плоти. Да, безусловно, все это тоже важно. Это все история. Но самое главное, братья и сестры, я еще раз повторяю, то, что сделано Симоном Канонитом, это приобщение нас с вами, точнее наших предков, а затем и нашу землю, и нас с вами, нынешних христиан, живущих в Абхазии, к вечной ценности, к жизни вечной, к познанию единого, истинного Бога. Вот это мы должны всегда с вами помнить, братья и сестры, потому что история проходит, даты уходят в прошлое. Мы тоже придет время, оставим этот мир. И для вечности не будет никакой роли играть названия стран и народов, даты и те или иные события. Да, они имеют ценность, но не будут играть для вечности роль. Роль же их заключается в том, что когда мы живем на этой земле, в конкретный исторический период, время, чтобы кто-то приобщил нас к жизни вечной, кто-то дал нам возможность понять и познать истинного Бога, потому что жизнь вечная, согласно Евангелию и согласно словам Христа, заключается в познании единого истинного Бога. Поэтому, братья и сестры, мы должны задаться вопросом, когда мы чествуем это торжество 23 мая ежегодно, богослужение совершается и в этом соборе, потому что идет реставрация в храме Симона Канонита уже несколько лет, и независимо от нашего желания, оно не завершается. Но тем не менее и там сегодня совершается основным абхазским духовенством богослужением. И я задаюсь вопросом, если это государственный праздник, если это просветитель Абхазии, где наш народ, братья и сестры? Разве оно заключается только в том количестве, которое сегодня присутствует в этом соборе? Или те, кто находится возле храма Симона Канонита? Разве не тысячи людей, живущих на этой земле, не должны проходить в этот день с тем, чтобы чествовать его память? Если будет псевдоевреи в Галлии, мы все с вами побежим туда. Если кто-то в интернете скажет, что какие-то монахи сказали, что нужно совершить особое моление, мы все переписываемся и сообщаем друг другу, и все намерены это делать. А когда мы имеем одного из 12 учеников Спасителя, то есть Бога, пришедшего на эту землю, который общался с ними, который пришел, Господь смиловался над нашим народом и нашей страной и прислал этого апостола сюда. И его останки были погребены здесь. И псыбы хадгил ямаду, и шахадгил ялафы. Разве мы не должны чествовать, братья и сестры? Поэтому те, кто из вас присутствует, доносите это слово. И те, кто слышит сегодня, все это замечательно, что вы это смотрите в прямом эфире, что это вы увидите в записи и так далее. Но это все никогда не позволит вам в подлинном смысле приобщиться к сегодняшнему великому торжеству, а соответственно приобщиться к вечности и к познанию истинного Бога в полноте. Это всегда нужно помнить. Я никого не укоряю, братья и сестры, я говорю это в качестве назидания, чтобы мы всегда с вами помнили и ответственно относились к тем благам, а это великое благо, что на нашей земле проповедовал и погребен апостол Симон Канонит. Ценили мы это благо. Тогда будет у нас и будущее. Тогда Господь услышит и наши молитвы. Аминь. Хайцнахам зигибукала пшикала, хайцнахам. Агуйто хрыцаща. Аншагез зигезку хаба цверен шовчам хяхнахой, хаварха.
хагирцаща. Ягуйто грицаща. Хадуала, учапхях нехой, хаварха, хагирцаща. Ягуйто грицаща, ягуйто грицаща. Ягуйто грицаща. Брызгой ортодоксию кирсян чарзо. Ягуйто грицаща, ягуйто грицаща. Ягуйто грицаща. Ей тахмухут хабскобанска да Бартоломеусизо. Ягуйто грицаща, ягуйто грицаща. Ягуйто грицаща. Что означает, что и каждый из вас может молиться про себя, вначале поминая здравие своих близких, поминая имена про себя, и затем об упокоении ушедших своих близких, поминая имена дальше про себя. Ей там танча и гонки производят долго, кирсанча зайдет, а я нахаян, мам там не раньше расскажи, обстазали ключи под зелень, вартали мне возлетовцы, я грама. Ягуйто грицаща, ягуйто грицаща. Ягуйто грицаща. Ей там можуть запсатам з'єхашаха, штраскуми, арена гертен зергала зерза, апха запсатинчка схабатахашти, а разапінчиш ортодокса зігерзи. Ягуйто грицаща, ягуйто грицаща. Ягуйто грицаща. Ей там ой, тарена гертен над схараром зіра постой, а джебан склавши скорзо, ураз хашену зручно, ей на главу шулогерзо. Ягуйто грицаща, ягуйто грицаща. Ягуйто грицаща. Ибо тебе подобается слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Припадаем к Тебе, молим Тебя, благой человеколюбец,
чтобы, возрев на это моление наше, Ты очистил наши души тела от всякой скверны плоти духа и дал нам неповинное осуждение, предстоять святому Твоему жертвеннику, дару же Божий, молящийся с нами, возрастать в жизни, вере, разумении духовно, дай им всегда со страхом, любовью служить Тебе, неповинное осуждение, причаститесь святых Твоих таинств и небесного Твоего Царствия удостоитесь. О, поси фотократу, субанду Те фила Домини, синрок сана пемпуме, то патри, кету агю пневмати, нинке айке Иисусе у нас, то не оно.
Зыкши бал яшай, хахан шаду яхратно, Важгю назад загёр, наунак загёр. Один святой, принимающий жертву хвалы, от призывающих Тебя всем сердцем, прими молитву нас, грешных, и принеси ко святому Твоему жертвеннику, сделай нас, способны принести Тебе дары жертвы духовные за наши грехи и грехи неведения народа, и удостоен обрести благодать пред Тобой, чтобы стала благоугодной Тебе жертва наша, и сошел Твой Дух благодати Твоей, и нас, и на эти предлежащие дары, и на весь народ Твой. Ехшан, Твоим шатром, и отцеплоны двора, и шатрикетов захватством, обсадских водков ваш назад зайдет, на улиц зайдет. Что эти на мысли,
Сянши Хацарадырга. Хастуйте Отца, Ам за Иису, из шаз ангелы, Яху безодел. Я твой Аму, я садер садер, Аджипа Ахшаза, Амитна плиз Амта Позагерапха, Алашара Мунам, Анчацапар Гелнам, Иец и Шам, Сабара Забияту, Зексила и Алаз, Харава Зехара Чокра Сихьян Белбаз, Абсынские Эпхамареровна, Отвечишь Цхази и Уихази, Харахзы Помним Милан и Хам, Аджари Кэнсази и Бабази Ешизи. Ютагуровна Ишхазиш, Арби Наши Халаси, Арби Якер Финази, Ея Нефцевшизмана Ярава, Абсатрепсве Сацмаразем, Захарец Птахамцова, Тхастой Апсьем, Ницкю и Хатую, Абстазаджи, Арби Хулцуа, Арби Петренко, Низейцеву, Зырецевшай Церквой, Абшейчевой Траву. И хастуйте Уицкю, Зевидыскул апостол Требуянаха, Сам Шахатом Знакли Захара, Ална Харакурана Жерзел, Сегерчу Обсердулари, Еголари Монадзадза Абстазари. Аминь. Веру во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, всего и видимого, и невидимого, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, от Отца рожденного прежде всех веков, света от света, Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через которого все произошло. Ради нас, людей, и наших ради спасения, сошедшего с небес, и воплотившегося Духа Святаго, и Марии Девы, и вочеловечившегося, распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, и погребенного, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса, и сидящего справа от Отца, и снова грядущего со славой судившего и мертвых, и царствия не будет конца, и в Духа Святаго, Господа животворящего, от Отца исходящего, со Отцом и Сыном равно поклоняемого и славного, говорившего через пророка, во единую святую соборную апостольскую церковь, признаю одно крещение для прощения грехов, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Дорогие братья и сестры, мы, когда приходим на богослужение, мы не приходим, чтобы посмотреть, что делает батюшка или как поет отец Давид. Братья и сестры, мы с вами приходим, чтобы молиться. Вы должны сами участвовать и соучаствовать в богослужении. А для этого, братья и сестры, по крайней мере, основные молитвы вы должны хорошо знать. И символ веры на абхазском языке, и Отче наш, который мы дальше будем. Потому что ваш голос должен, а вас огромное количество людей, ваш голос должен доноситься до небес, если вы эти молитвы знаете и будете произносить вместе. Поэтому, пожалуйста, прилагайте к этому усилия. Ah
нашему Сыгя, хабачим все барашаком занятия, абсацья, дыш золбайцея. Избан зовут усияжи там, заобшил кашу змам, а уила ямбу запнутся на защу змам, и снаги уанчаок, и снаги орюхша затрупа, упсыцки шамку хадшазав на хаедзнархас, шицершипинг зергалазив маркадзам, пацохтун зикхасаз, жден ваш храхнера бихаура бихпепши звахраб зазара, а близаги орюахту тенчера, и рахту тенчерюхша затрупа упсыцки, яхду ряхзандр лапчуба яхба яхбой, харахзила зробзира кузагерза, отшаравахту турзик хазлов пыхапир на харазгер, ругубхарава ханабаху бехбуду кулаз, ворумка нишкулу скила шатра, и шкула хабхедзара змама малыктра, и шкулам цужизмой, фунцужизмой, бларазизмой аха права, апаймерча. Тони виникиони манонам зонда, зонда кекрагота, керегонда. За вас преломляемое для отпущения грехов. Если себе приочает дом, выся расщепчет свой сянный палац, шерешит язык разгер, в наход газигата.
Отца нашего, Варфоломея, архиепископа Константинополя Нового Рима и Вселенского Патриарха, которого дал святым твоим церквам, в мире невредим почитаем, здравым, долгоденствующим и правильно преподающим Слово Твоей истины. Святую обитель, в котором живем, и всякий город и страну, и верою живущих в них, вспомни, Господи, плавающих, путешествующих, болящих, страждущих, плененных и о спасении их. Вспомни, Господи, приносящих пожертвования и творящих доброе во святых Твоих церквах, и помнящих о бедных, и на всех нас милость Твоя не спошли. Вспомни, Господи, всех здесь предстоящих и молящихся Тебе. И дай нам едиными устами, единым сердцем славить и воспевать и вся священное и величественное имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и всегда, и во веки веков. И на милость великого Бога и Спасителя нашего, Иисуса Христа, со всеми вами. Аванские связя положней, таит я хайзерзна, анша хаеба. Я лучше барзанша хаеба. Гамтаму занцерта и пшахамта нупадуха яхлцо, арфихай пшуткол няхзл баумштырц, аншаюм хэпсэц яхамты, ханаба. Аншахацаев яхзл бац яхахана, хариат языхам стазразади, аншакерсейнафа, янахца. Человека, милицу, просим Тебя и молим, умоляем, удостой нас причаститесь Твоих небесных и страшных таинств, это священной духовной трапезы с чистой совестью, в отпущении грехов, прощении согрешений, в общении с Духом Святым на свете Царства Небесного, дерзновение пред Тобой не в суд или во осуждение. Ядь хаба шахарахату, лахиды гузнах баршах барха, ворожьяне паншаду хабу хецхана, Хабжетыгна, Яхперезо. Заявляет святой, жьян его хан, Ицкиай Лухец, Яя Плахна, Николай Дубхара, Худнами Лишсала Ангелочки, Ачаса Пакта Пахалея, Яханыч Парахвалка, Харахтус Кушан Начуевич, Адрам Галхарас Непригра, Обитель Чахарисна. Отче наш, который на небесах, да светится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам сегодня, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Есть панцирь-пора, памсыцкятша, югу-пахрам чайцыпша, важгина-дзадзидён, наунам-дзидён.
Званзу Цвіжі, Змущазу Чахлю, Цинхахлодербо, Ураджаду Чахлю, Пахлю, Пацахчахлю, Кулаганта Духа, Хази Яхзейши, Мустрхалу, Шубзазу, Яхзабаларада, Амшини Хуме, Пагами, Преснаучу, Зюкшто, Урадзвіжі, Яхвихамся Уштаю, Ехша, Зацумхаю, Халерец, Хашералы, Его и все варалы, Радзаколи, Нахвара, Икша, Зрикет, Зубсаха, Зубсацилут, Кулара, Важги назад, Цадя, Наунак, Цадя. Из престола славы Царства Твоего и приди, чтобы осветить нас. Ты на высоте сердца восседающий, и с нами невидимо пребывающий, и благоволи могущество Твое преподать на пречистое тело Твое и драгоценную кровь через нас всему народу. Акшия замашта, и пшорза. Причастие духовенства в алтаре, пожалуйста, садитесь, не разговаривайте, не ходите по храму, не нужно кланяться иконам, сидя внимательно слушайте молитвы и песнопения. Уже я стою перед дверями твоего храма, а нечистые помыслы не отходят от меня.
Но Ты, Христе Боже, оправдавший мытаря, помиловавший христианку и отвергнувший разбойнику двери рая, отверзи мне двери Твоего человеколюбия, и прими меня, приходящего и прикасающегося к Тебе, как блудницу и кровоточивую. Одна лишь только коснулась края Твоей одежды, тотчас получила исцеление, другая, ухватившись за пречистой Твоей ноги, получила разрешение грехов своих. Я же, окаянный, дерзающий, принять все Твое тело, да не буду опален, но прими меня, как тех двух, и просвети чувства души моей, сжигая греховные наклонности по молитвам непорочно родившей Тебя и по молитвам небесных сил, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. Образгоет ахду, шахатра гизгоет уракир сейцабад на сейфашлаху, а дуния зааз адун хава арчахраса, среди ахаснар было. Образгоет абрику змаза мучатской шаху, сныргат варвах сханар хана, срыц хашасара, и санаш сыкна харакусхадгат харала и истахан поехастаз, жала, усла и дырна и сзымдыр поехастазазы. Ексада шахтазбарада лахеда, епшада угорюду анудаду ашалахра, абн хахафна зенацаза птаза аюрази. Аминь. Абар сараса зейла иншату ашалахра, сшасу мунды ашалахра алла, избанцер бара амсов шехтам сбылаву, ексупроцких унгара сыпуцеки. Имадзу вору вахяяла подсак мусводку вихян шейфан, избанцер ума за расу арбуахаша. Иуда и Будгала Репшукут из Колорум Вара, Усакумба, Абраги, Шахату, Сызует Вара, Субала Шаншаду, Лахра. Ушедзы Вовер, Мунчас Площадский Вана, Избанза Кувые Кунагам Сбылва, Имцап Зубурбу. Санчас Вызбы Сыпсы Зыркой, Анфейтвический, Сыпсын Транакой, Захшир Ркой, Выхвалаша Сяму Дыршану. Варас хау, шитапсе варава, керса саги упсаху вараваги симас, инчада зубах варава. Ахайдуни довхад амса пшала субна храпа. Варавула сбурга, из разгара варапсе рабасара сду анша, айлун брана дуней вата. Ила шахуа ацкаса саварыла рула рызы сарайпсам. Сарас рыцна умхараси наур хасалагар, сымату сарджой. Избанзар асип шиху аматуриш сарам за мишсу ачарах. Сдулца хоть спахат шаханок, а паймбар сварыла. Сапсахун гарапсик сапрыцки анша, сыкших, а сахны югура. Ах, сапсаху ясы кеса анша. Рахим смуа, еще амтуду варытора, сапсами хана. Сыхалай вара, сысы все сети, сдыцули еще рапу. Ах, аминаза сапсазарей. Я его сын, Вахра Сыру Витус Рабу. Сарасы и Сыпу Насвяй Вахза, Сарасы Калыха, Ахму Сыху Кулуа. Има Зауру Вахайла Вахасаку Сахасару. Сурда Вихам Зива, Избаза Кумаза, Красава Махаша, Иуда и Будгала Решу Искала Румара, Усакума, Абраги Шахату Зызы Вара. Буду благословлять Господа во всякое время, хвалим всегда на устах Твоих. Господи, восхвалится душа моя, слыша кроткие и возвеселятся. Возвеличьте Господа со мною и вознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех скорбей моих избавил меня. Придите к Нему и восхититесь, и лица ваши не постыдятся. Это нищий возвал на Господь, услышал его, и от всех скорбей его спас его. Ополчится ангел Господня вокруг боящихся его и избавит их. Пустите и увидите, что благ Господь. Блажен муж, который уповает на Него. Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет недостатка в боящихся Его. Богатые обнищали стали голодать, а ищущие Господа не потерпят нужды ни в каком благе. Идите, дети, послушайте меня. Страху Господню научу вас. Кто человек, желающий жить, кто хочет увидеть добрые дни. Удержи язык свой от зла и уста свои от коварных речей. Уклонись от зла и сотвори добро, ищи мира и устремись к нему.
тает уши его молитвы их, но лицо Господне на творящих зло, чтобы сними память о них. Воззвали праведные, и Господь услышал их, и от всех скорбей их избавил их. Близко Господь сокрушенным сердцем, и смиренных духом спасет. Много скорбей у праведных, и от всех их избавит их Господь. Хранит Господь все кости их, ни одна из них не сокрушится. Смерть грешного зла, ненавидящие праведного греша. Избавит Господь души рабов своих, и не погрешат все, плачущие на Него. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, внимательно. Сейчас для причастия ко святой чаше подходят только те, которые готовились ко святому причащению. Вас сегодня много, многие из вас могут быть впервые, братья и сестры, и не знать. Вы видите, что люди подходят, и вы тоже становитесь и подходите. Значит, братья и сестры, причастие – это когда ты готов к причащению. Что значит быть готовым? Нужно быть на исповеди, исповедоваться хотя бы один раз. В течение Великого Поста нужно было хотя бы один раз исповедоваться. Либо с последней исповеди, если кто уже исповедовался, а исповедь означает это покаяние перед лицом иконы Спасителя и священника в тех или иных совершенных грехах. Если кто такое делал, то с последней исповеди, если ничего серьезного не совершал духовного, значит подходит ко святой чаше. Кроме того, причастие означает, что вы готовились, держали пост, соответственно, читали соответствующие молитвы для причастия. Значит, и после 12 вчера вечера вы ничего не вкушали, не ели, не пили. Значит, мы совершаем уже на свои елхагоды. Значит, братья и сестры, еще раз меня помнят, да? Значит, после 12 ничего не вкушали, и утром пришли, были на богослужение, тоже утащали. Подходя, называете свое имя, которое вы получили при крещении, причащаетесь, и затем проходите по той стороне, сзади потребляете святую воду и антидот, и снова возвращаетесь в храм. Все, кто не причащаются во время причастия, стоят ровненько на ногах и слушают молитву. Вначале дети, затем мужчины, затем женщины. Пожалуйста, аккуратненько в один ряд выстроитесь.
Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Аԥсых азҵо умаӡақәақәа рыҽраларҟәып, улаԥш хозуара иуԥшьаз иахьатәи амш, зегьы уи ашара мацара ҟаҵхәыцларатәы еиԥш. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ешек на мохкало беншеду и жалку и пшуицкё, абсахазу хамсахазу пужила зергало, керсумадзе дуга хаткул гнагала чачара яхта. Зыхьыцып шахбо вольги назад зайдёт, на улок зайдёт. Аминь. Тенчералах былцо. Вшали нам 400 курців інше помчили в зерга, Харіоку вахом мишеняти дунети чити тичрала назару лепука, умацу царва ужорзигі збан заярден хамта залиги, абсіра кінеце лихим доб'їхим дашну, із хулця зверила шару сілозі із хулцю оку, умиякним гору пава камсинським жав, зихидцем шахто через захто ужги назад. Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Дорогие братья и сестры, сейчас будет совершаться литания, то есть шествие с иконой святого апостола Симона Канонита. Пожалуйста, значит, никто никуда не выходит. Вначале проходят хоругвеносцы, священник, хор, и затем вы вслед за нами идете к центральным воротам собора, центральным дверям собора. Ареймс нахаят ждут, арейсочные зайвы зай шасфахан, иха аннахара ярешук нагой мупахмут харад, войны среди, и убаб сутирсан, аквамацам аренахара, ну, высмы шасфай, ява абсабашит схадза, таацурехицел хпахбачаш азгаз, а в нашем дулцо, вахиш гецом убрежь вот,
بيوتي صوت خلوط الجرتاج وتسوبير زعل شو الناس حنكش لي حان زدري بالخيوط وحق يلوش كان يا أزكاز شو مش Сияющего Христа, и говорящего радуйтесь, ясно услышать, воспевая песню победную. Слава Господи святому воскресению Твоему, небеса достойно да веселятся, земля же да радуется, да празднует весь мир, как видимый, так и невидимый, ибо Христос восстал, веселье вечное. Слава Господи святому воскресению Твоему. Придите, будем пить питье новое, не из камня бесплотного, чудесное и хранимое, но бессмертия источник, пролившийся из гроба Христов, на котором утверждаемся. Слава Господи святому воскресению Твоему. Вчера я погребался с Тобою, Христе, с Тобою воскресшим сей день восстаю. Распинался я с Тобою вчера, сам прославь меня с собой, Спаситель, в Царстве Твоем. Керсат гол, Абсаран, Абсалан, И здорово хацуш, шутхамш. حرت حشهران شول خدوالا حنحويت حورها خاجرت حشا Ihakui tu harat sasha, ihakui tu harat sasha, ihakui tu harat sasha. يتحوحويت عن شيغرزغو يرتدوكس كرسان شرزو Ihakui tu harat sasha, ihakui tu harat sasha, ihakui tu harat sasha. يتحوحويت حبسكوبانس خدا بارتولомеус زحاش تبشيتشي Аманах шитвя дикван тве манах тверзо, керса илаха ешера зигязи. Ihakui tu harat sasha, ihakui tu harat sasha, ihakui tu harat sasha. Ей тахвухуй танцшей тончи гурзгор тодокс керсян шазигё, аряныха я дорякала кечинхо, мам талы етаны его, ехат янух ялухуй зигё. Иран тошерец хашереп стазаре тынчре гобзере ортаекум егорзас гетомцан яграна Ihakui tu harat sasha, ihakui tu harat sasha, ihakui tu harat sasha. ей тахны хоби халалы гвебзе баю ханша харец хашена дахс бзе хараря калакины хартацке ярбан калакси доласи гозыга амлы шрезвят гилцы сред схыцре Амце сетому ару кулрейнут схопей мацгира хатшинер харазо Ярбен залык хархахи дукла залах уйгаразо Елых цабаргогнан хайпархана Харыц хайшаразо Ihakui tu harat sasha, ihakui tu harat sasha, ihakui tu harat sasha. Апсабара захинджера харам шинакны кузыгер когырта дуан шахчахы Хагна хара курзым хуцква حنحب خزور زجر نحرس حشهرا يزبان زررس حشري وبزي بريزمون شو بزو وريوزا حيتا خزبشا بيا بيبسيتسكي واشجنا زازجنا ونكزجو Amin. Kersat gol, Absarach, Absarach.